Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 9 июня, четверг, на часах в Якутске 19:08. Прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Программа для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда, в прямом эфире мы рады принять ваши звонки по телефону 35 33 10. Вы его видите на своих экранах. Мы, как всегда, рады интерактивному общению с вами. Сегодня у нас в гостях министр по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха-Якутия Екатерина Кормилицына. Екатерина Ивановна, добрый вечер. Большое спасибо, что пришли. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, дорогие телезрители. Екатерина Ивановна, вот мне очень нравится Сергей Довлатов. Он как-то написал такую фразу: «Любая подпись хочет, чтобы ее считали автографом». Вот так, наверное, мне кажется, любой город хочет, чтобы его считали туристической Меккой. Ну, я полагаю, что Якутия наша, да, и столица точно этого хочет. Хорошо. Здесь наш коллега был прав. А вот отсюда, собственно говоря, первый вопрос. На развитие каких направлений туризма в большей степени сосредоточено министерство, которое вы возглавляете? Ну, я полагаю, что и это нашим зрителям хорошо понятно, потому что главное, чем мы, как государственные деятели, занимаемся, конечно, созданием условий для развития внутреннего, прежде всего, и въездного туризма. И наша государственная программа, и республики, и других регионов, и Российской Федерации, кстати, она имеет такое звучание. Сначала все-таки развитие внутреннего, то есть для нас, россиян, а потом уже внутреннего и въездного для тех, кто к нам приезжает из других государств. Вот, готовясь к программе, прочитал такую цифру, опубликованную, которую озвучила Ассоциация туроператоров России. Правда, это было в конце прошлого года. Пока нет официальной статистики. Да, рост внутреннего туризма в Российской Федерации в 2016 году может составить 20%. Но это касается всей России, собственно говоря. Да. При возможном падении выездного туризма на 30%, ну, по понятным причинам, собственно. Сейчас нет данных, чтобы опровергнуть или как-то... Нет, есть предварительные данные, которые дают цифры несколько выше вот этих 20 с точки зрения развития въездного туризма. Ну, я не буду сегодня за российскую статистику... Вот не надо за российскую, мы про республику. Констатировать, а республики, наверное, нам тоже интересно. Да. Вот на этом фоне динамика развития туризма в республике, если говорить в абсолютных цифрах, она тоже имеет динамику роста. Правда, ровно без одного нуля, 2%. Так. Если 20 в России, то 2 в республике. Я думаю, что этому тоже есть свое понимание, поскольку мы далеко не туристский пока регион. Ну, вообще, как Россия может радоваться 2% роста ВВП, так, собственно говоря, республика может нормально относиться к 2% роста. Сегодня мы уже можем говорить, что это совсем немало. Да. Но, опять же, если говорить про структуру этого туриста, 150 тысяч в абсолютных цифрах, и только 5 тысяч – это въездные, то есть, собственно, иностранцы. Да. Те, которые составляют нашу категорию въездных туристов. А все остальное – это мы, россияне. И преимущественно, если опять же смотреть структуру этих туристских прибытий, это деловой туризм. То есть это конгрессный, это командировочный, это наши прочие деловые визиты в республику. Дети Азии будут считаться деловым визитом? Нет. Это Дети Азии – это самое, что и на есть яркое туристское событие, событийный спортивный туризм, который будет проходить у нас в республике. И в числе событийных туров, которыми мы, республика, гордимся, у нас их 5, которые сегодня вошли уже в календарь событий и России, и 2 из них в международный календарь событий, я имею в виду бриллиантовую неделю, национальный праздник СЭХ, из наших 5. В том числе 5-е событие – это Игры «Дети Азии», которые раз в 4 года, 6-й раз мы проводим, и они сегодня, в прошлый раз, в 2012 году, пока еще остаются абсолютными лидерами в событийных спортивных турах по стране. То есть таковыми их признали в 2012 году 5-й спортивные международные игры «Дети Азии». Это событие, кстати, это событие уже сегодня соберет на нашей площадке спортивных мероприятий и в столице нашей республики, мы думаем, более 5 тысяч граждан других регионов и, прежде всего, других государств. Ну, вот такое вот событие массовое, которое позволит нам одночасно иметь такие посещения. А сегодня уже зарегистрировалось более 9 тысяч, кстати, на участие в играх. На участие. Да. А как вы думаете, не кажется ли вам, что это, в общем, в какой-то мере достаточно большой дисбаланс между внутренним и въездным туризмом? Абсолютно с вами могу согласиться, но тому, опять же, есть очень много обстоятельств, которые являются сдерживающим фактором для развития въездного туризма у нас в республику, к нам в республику. Но я думаю, что первое, что сегодня каждый наш зритель отметит сразу, это, конечно же, тарифы.
тарифы Да, ну, на понятно. перелеты. Мы довольно далеко находимся от центров, и перелет к нам стоит недешево. Поэтому мы ориентированы на въездного туриста прежде всего с Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому и логистика нам сегодня это позволяет. И, то есть и наши выстроенные маршруты, постоянные полеты, теперь уже 2 направления: Китай, Пекин и Харбин. Да. Это Южная Корея, это возобновление сегодня перелетов или общения с японскими нашими туроператорами. То есть вот и другие Я слышал про Индию, регионы. что там большой потенциал. И другие регионы, азиатских регионов, в том числе Индия. Екатерина Ивановна, мы вынуждены уйти сейчас на рекламу. Дорогие телезрители, вернемся через 2 минуты. Арена событий вновь с вами. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях министр по делам предпринимательства и развития туризма в Республике Саха-Якутия Екатерина Ивановна Кормилицына. Екатерина Ивановна, продолжим разговор. Вот мы заговорили про инфраструктуру. Да. А вот как отразится на функционирование отрасли запрет на размещение гостиниц в жилом фонде? Вы знаете, вот если говорить про нашу инфраструктуру, да, абсолютно правильно. После тарифов, это второй вопрос, который сегодня, наверное, для въездного туриста важен, это наше качество инфраструктуры. То есть это наши отели, ресторации и так далее. Вот как раз если говорить про мини-отели, которые сегодня у нас в республике, как и, кстати, во многих столицах, имеют достаточно большую активность, Да. конечно же, те решения, которые сегодня, кстати, пока еще не принят закон, а только в первом чтении, да, они, конечно, скажутся достаточно негативно на этом рынке. И мы, и как Министерство предпринимательства, и уж тем более как Министерство туризма, не приветствуем вот этого законопроекта в таком его изложении. Сегодня этот законопроект, если он будет приниматься в таком виде, как сегодня есть, он ограничит, конечно, этот рынок. Все-таки даже взять по городу Якутску, из всего рынка гостиничного на сегодня 10% это наши мини-хостелы, то есть это жилой фонд. Да. Безусловно, для многих, кто нас сегодня слушает, жителей и столицы, и в целом республики, наверное, главный вопрос – это не только приезд, а самое главное, конечно, это спокойствие и благополучие самих жителей. И подобного рода помещения, вот, приспособленные под мини-гостиницы, они вызывают разную оценку и разную реакцию. Разную, да. Это могут быть и беспокойство, и хлопоты, и многие прочие другие. Но, может быть, есть какие-то другие механизмы, чтобы отрегулировать Абсолютно вот это с вами согласна, что вот наш законопроект, кстати, он должен был бы пройти оценку регулирующего воздействия, как и всякий другой, который влияет на состояние развития бизнеса. И мы, наверное, на этом будем настаивать. Он не приходил к нам на обсуждение, на публичное обсуждение, этот законопроект. Мы считаем, что он должен все-таки не запрещать, а наоборот разрешать. И в этом законопроекте, на наш взгляд, должно быть больше не ограничивающих инструментов запретного характера, а как раз наоборот, нужно разрешать, но вырабатывать требования и условия, которые уже исполнитель должен соблюдать. И, естественно, нужен жесткий надзор. А в том виде, в котором сегодня этот закон, он скорее разовьет теневой бизнес, которого у нас и так предостаточно. Поэтому нам думается, что есть такая опасность, да. И сегодня это не менее востребованный на самом деле инфраструктурный бизнес, который наряду с крупными отелями или там с солидными гостиницами или мини-гостиницами, хостелами предъявляется потребителю, прежде всего, эконом-класса. А учитывая наши прочие дорогие затраты, вот такой баланс за счет вот этих небольших гостиниц, он все-таки вносит свою положительную лепту. И потом, мы опасаемся еще и не только этого вот явления, а еще и то, что вместе с этим могут пострадать и наши другие направления туристские, вот в части предоставления жилого фонда или жилья для туристов. Это и охота, и рыбалка, и наш экстремальный отдых, потому что все это предоставляется в небольших помещениях. И поэтому перевод сегодня из жилого в нежилые помещения, вот таким законодательственным порядком, который сегодня предлагается, он требует, конечно, серьезного осмысления. Но это вообще сопряжено с большими усилиями, просто даже. Так просто не переведешь. Я думаю, что эту подобную реакцию, конечно, наверное, выразят многие регионы. Согласен. Для того, чтобы как-то
увеличивать, на самом деле, привлекать туристический поток, будь то внутренний туризм, будь то въездной туризм, необходимо брендировать Да. субъект федерации, в данном случае Республику Саха-Якутия. Что делается по линии министерства, ну вот в этом направлении, в создании или в укреплении бренда? Ну, я полагаю, что делается не только министерством, а в целом, наверное, вы правильно говорите, в республике, потому что есть у нас корпоративная наша в этом плане и в других работа, в частности, с Министерством федеративных отношений и внешних связей, поскольку прежде всего вот в их компетенции находится брендирование. Но что касается брендирования положительного имиджа республики как гостеприимной территории для туриста, это, конечно, наша задача. И тут мы строим свою работу прежде всего на наших эксклюзивных особенностях, брендах. Конечно. Мерзлота, полюс холода, наши этнокультурные особенности, наши ленские столбы с рекой Лена и, конечно же, наша промышленная тема – это алмазы. Вот наши основные бренды, и еще Мамонт, простите, конечно же, да, на которых мы строим сегодня свою брендовую политику. А вот, кстати говоря, простите, я перебью, Екатерина Ивановна, я сегодня видел замечательный 8-минутный клип про молодых людей, в конце которого выражалась благодарность и министерству, и вам. Я с удовольствием это увидел. Это как раз та тема. Это все имеет отношение? Каким образом конечно. это делается? Вот как раз вы правильно подсказали и коснулись этого. Это, прежде всего, конечно, с подачи современными технологиями сегодня ярких роликов, которые бы сегодня не только рассказывали декларативно на буклетах традиционных или, скажем, на наших гаджетах, которые сегодня уже присутствуют, а прежде всего, конечно, это новые яркие впечатления для потребителя, я бы сказала, даже нового поколения, нового класса. Вы заметили, что этот ролик был ориентирован на молодежь. На молодежь, конечно, да. И вот использование таких возможностей наших продвинутых ребят сегодня, технологов, которые работают в этих сферах, и их поддержка, это тоже форма брендирования сегодня или продвижения проектов. И, конечно, это участие в выставках, конечно, это сегодня размещение нашей продукции на сайтах, причем не только на сайте республики в этом плане, а еще и российские сегодня все инструменты, которые работают. Это Визит Раша, это новый сайт сегодня «Отдых в России». И самое главное, это, конечно, использование возможностей брендирования наших возможностей в тех офисах, которые открывает сегодня российское агентство по стране и миру. Их уже 8. Это ЕТР, там где Вьетнам, это Эмираты, это Филиппины, это Вьетнам, это Финляндия, Италия. Сейчас готовится в Австрии. То есть европейская, азиатская часть и так далее. Вот все это использование с целью определения наших возможностей сегодня тоже должно технологично монтироваться в нашу программу, в наш проект. Екатерина Ивановна, вы упомянули о двух выставках, вообще о выставках, а я хочу, чтобы вы буквально вкратце 2 слова сказали о том, как прошли в последнее время последние две. Это был Пекин и Владивосток. Да, вот видите, даже география этих выставок говорит о том, что мы больше ориентированы на Дальний Восток, на АТР. Ну, если говорить о пекинской, конечно же, сегодня взаимодействие с Китайской Народной Республикой с целью прибытия туристов, это для нас, это правда Мекка. Это Клондайк, поскольку это большой, огромный рынок. И прямые наши рейсы сегодня, конечно, обязывают нас, китайский рынок, активно вовлекать в эти процессы. Что мы ожидаем? Ну, прежде всего, мы, конечно, ожидаем сегодня развития наших тех партнерских отношений, которые уже наработаны нашими туроператорами и китайскими. Но хочу здесь огорчить немножко нас с вами. Все-таки кризис влияет сегодня на туристский рынок. И сегодня, допустим, у нас даже в республике, в нашей, осталось на рынке туроператоров, которые работают на выезд и привозят туриста, всего лишь 5, а было 15, которые вот работали напрямую. И поэтому здесь, конечно, нам важно сохранять наши туристские наработки, в частности, вот те, которые были в предыдущие годы. Вот на это было нацелено наше участие в выставке в Пекине. Ну, общее впечатление удалось? Покажут наши события ближайшие. Я думаю, вот бриллиантовая неделя, то, что у нас будет проходить сейчас, национальный праздник и так далее, вот это нам покажет, как у нас сегодня реакция будет на наши. Что касается Дальнего Востока, то это, конечно, наверное, для нас новая форма участия в этой выставке. Мы прежние годы скромнее там присутствовали. Чем это вызвано, вот активность наша повышенная? Тем, что вместе с другими территориями Дальнего Востока мы наконец-то разработали и предъявляем сегодня туристу, прежде всего, конечно, азиатско-тихоокеанскому, опять же, туристу, уже совместные туристские продукты, а не просто туристские предложения и туристские бренды.
Эти продукты совместные, связанные с нашими маршрутами и перелетами, скажем, нашей компании «Якутия» через Петропавловск-Камчатский на Анкоридж. Это совместные продукты тех туристов, которые приезжают, для туристов, которые приезжают сегодня в Приморский край в связи с открытием горной зоны во Владивостоке. И готовы наши приморские соседи, наши соратники поделиться этими туристами. Мы разработали совместные турпродукты, наши туроператоры, для тех, кто приезжает на территорию Приморского края, во Владивосток, посетить наши события эксклюзивные в республике. Вот такие пятидневные туры, где 2-3 дня ориентированы на Республику Саха-Якутия, присутствует в наших совместных турпродуктах с Хабаровским краем, Приморским, с Камчаткой. Такая интеграция, Да, и синергия. Как, вот с этим мы, собственно говоря, и выступили. Екатерина Ивановна, очень мало времени остается. А что было бы интересно жителям республики? Вот какие Абсолютно направления? правильно. Наша программа все-таки прежде всего на въездной, на внутренний туризм. А внутренний – это мы. И с учетом того, что рынок выездной очень сократился, мы сегодня об этом уже сказали, конечно, нашему жителю республики и столицы хочется отдыхать здесь у себя и понимать, где это. Поэтому наши туроператоры готовились к такой ситуации, наши туркомпании. И уже сегодня ряд наших турпродуктов, которые вошли в продажи массовые туроператора российского, это туры выходного дня, это зимняя Якутия, летняя Якутия, 2-3-дневные уикенды. Это для наших гостей. Что касается для наших жителей, мы, наверное, сегодня должны их порадовать своими базами отдыха и турбазами, которые созданы сегодня по территории нашей республики в основных приоритетных территориях развития туризма. Это в Хангаласском улусе, Горном, Кангаласском, Амгинском, Верхневилюйском, там, где у нас, извините, не Верхневилюйском, а Верхнеколымском, где появляются сегодня уже территории для отдыха и использования наших экологических возможностей для отдыха, коллективного и организованного отдыха туристов у себя дома. И, конечно, это Хангаласский улус, где полностью вся территория сегодня заточена под базы отдыха, под территории размещения коллективных прибытий. Вот таких маршрутов сегодня уже стало у нас порядка 40 по территории республики, которые можно продавать нашему туроператору для нас, потребителей внутреннего рынка. Все как это сделать? Да. Туристско-информационный центр. Не хватило у меня еще времени, хотел просто задать еще несколько вопросов. Вы, пожалуйста, дорогие зрители, заходите на сайт министерства, интересуйтесь теми событиями, которые там анонсируются. Значит, я хочу сказать, что мы поговорили сейчас о туризме, о предпринимательстве. Ваш завтрашний брифинг, 2 слова буквально. Да, завтра мы в 11 часов встречаемся с нашей прессой для того, чтобы поговорить о предпринимательстве, как сегодня себя чувствует предприниматель, в том числе и в туризме. Но тут я бы хотела коснуться еще Дня Москвы. Уже все. Совсем не остается времени. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго, до встречи. Жаль, времени мало.